Якутия готовится к одному из самых сложных периодов в году – паводку и пожароопасному сезону. По прогнозам синоптиков, вскрытие рек этой весной, возможно, произойдет раньше среднегодовых сроков, предположительно в первой декаде мая. Вместе с тем, в лесных массивах активно тает снежный покров, что чревато ранним началом лесных пожаров. И, как гласит народная мудрость, тяжело в учении, легко в бою. Силы служб экстренного реагирования в местности Усть-Хатын провели командно-штабные учения по предотвращению и тушению пожаров. По легенде, по федеральной водной, которая нам пришла с МЧС России из Москвы, у нас подвержен угрозе населенный пункт Бяськиоль, который действительно, мы все это прекрасно помним, непосредственно захлестнул его лесной пожар в прошлом году. Соответственно, сейчас происходят те самые практические мероприятия, которые организованы всеми формированиями лесопожарными и всеми органами управления, в том числе МЧС России, силы привлечены именно к тушению этого лесного пожара. На ликвидацию пожара у служб ушло несколько минут. Каждый участник учений, будь то спасатель, пожарный или сотрудник лесоресурса и лесоохраны, точно знали свое место и задачи, которые надо выполнять. Службам, что касается якутского лесничества, это составление акта об лесном пожаре, а других служб, Якут лесресурса и ГУБУ авиалесохрана, это ликвидация очага пожара. Это у нас сегодня участвуют в этом учении 6 единиц автотехники. Это трактор ДТ-75, АЦ-40, также тягач, трал, который возит наш трактор, а также 2 вахтовки. По результатам учений руководство Главного управления МЧС России по республике поставило оценку «хорошо». Особо отметили, что все структуры отработали слаженно и в тесном взаимодействии друг с другом. Думаю, что если с таким же подходом мы будем работать в предстоящем году, который, кстати, ожидается не менее опасным по своим прогнозам, чем предыдущий, то сможем на более ранних этапах реализовывать свои полномочия по предотвращению распространения пожара как на населенные пункты, так и в целом по лесной территории республики. По мнению представителей МЧС, не исключено, что оба риска – и пропуск паводковых вод, и начало пожароопасного сезона – могут пройти одновременно. И главная задача экстренных служб, чтобы эти события прошли без жертв и ущерба. Александр Хавренко, Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Якутск.